Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые лауреаты. Вчера был День работника культуры. Одна из его традиций – церемония вручения премий за произведения для детей и премий молодым деятелям культуры. Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые трагические периоды еще больше возрастает значение культуры и ее духовных, нравственных, моральных ценностей. Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, в нашей решимости быть сильными и сплоченными. И здесь колоссальную роль играет четкая, однозначная позиция тех, кто служит культуре. Ваше слово сегодня, ваше мнение и само творчество напрямую влияет на настроение людей, на укрепление их патриотических чувств. Вы сохраняете и дополняете знания и традиции отечественной культуры, ее преемственность, и вносите вклад высшей пробы в воспитание и становление подрастающих поколений. По сути, формируете будущее России. Особенно ценно, когда наставниками детей и молодежи становятся большие, востребованные мастера. Среди них всемирно известный блестящий вокалист Николай Алексеевич Диденко. Созданный им фонд «Белый пароход» почти 20 лет открывает новые горизонты для одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья. Раскрывает таланты ребят, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Спасибо вам большое, Николай Алексеевич, за этот важный проект и желаю вашему фонду, его подопечным больших успехов. Новым поколениям творцов посвятила себя и Марина Константиновна Леонова, хранитель традиций великой русской балетной школы. Она воспитывает не просто будущих звезд танцевального искусства, но и участливых, неравнодушных, ответственных людей. Московская академия хореографии, которую вы возглавляете, славится и своим уникальным образованием и социально значимыми инициативами, благотворительными, концертными и волонтерскими акциями. Многогранность и широта интересов отличают и директора Рязанского государственного областного театра кукол Константина Геннадьевича Кириллова. Под его руководством театр стал одним из мировых лидеров этого вида сценического искусства. Площадки, где бережно относятся к традициям и всегда открыты новаторству, творческому эксперименту. Именно здесь проходит старейший и самый крупный международный фестиваль театров кукол. И успешно работает школа-лаборатория для молодых артистов. Важно, что у наших прославленных мэтров растет достойная смена. Яркое доказательство тому – достижение сегодняшних лауреатов премии для молодых деятелей искусства. Выдающаяся традиция русского реализма продолжает живописец Алексей Александрович Крюков. Иконописец, портретист, пейзажист. Он создал целую галерею полотен и фресок, которые обращают зрителя к нашим духовным истокам, к величию и благородству ратного долга и защиты Отечества. Одним из самых известных и востребованных музыкантов современной России стал виолончелист Александр Александрович Рам. Истинный виртуоз, обладающий широчайшим репертуаром, его талант неизменно покоряет аудитории лучших концертных площадок. Но самым важным он считает гастроли в России, возможность сделать филармоническое искусство доступным людям в самых отдаленных уголках нашей страны. Еще одна значимая для нашей многонациональной страны, всего нашего общества миссия – это сбережение наследия народов России. На этом поприще проявила себя Менги Васильевна Андар. Она и педагог, и ученый. Она собирает, изучает и активно популяризирует самобытный фольклор своей малой родины – Тувы, и вносит большой вклад в сохранение и развитие этнокультурного разнообразия нашего единого Отечества. Дорогие друзья,
Ваше искусство, просветительская деятельность наполняют культурное пространство России энергией подлинного творчества, вдохновения и гуманизма. Вы придаете новое, выразительное звучание нашим важнейшим традиционным ценностям, духовно-нравственным идеалам исторической памяти, любви к Отечеству и ответственности за его судьбу. Благодарю вас за преданное служение своему делу и великой культуре России. И, конечно, поздравляю с присуждением премии. Желаю новых творческих успехов, высот и достижений. Поздравляю вас. Указом президента Российской Федерации присуждены премии для молодых деятелей культуры за 2023 год и присвоено почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы Крюкову Алексею Александровичу, художнику. Дорогие друзья, сердечно приветствую всех в зале, вас, уважаемый Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, хочу вас поздравить с победой президентских выборов, пожелать вам крепчайшего здоровья на таком сложном пути, верных людей рядом, верных помощников и крепости духа. Всех деятелей культуры хочу поздравить с праздником работника культуры. Мы едины в нашей общем звене по сохранению традиций русского искусства, будь то живопись, будь то кино, будь то литература, музыка. Вот, мы едины в этом. Вот, хочу сердечно поблагодарить всех членов Совета по культуре и вас лично, Владимир Владимирович, за присуждение такой достойной награды. Для меня это великая честь. Конечно, очень значимое событие, вехи моей биографической истории. Вот, и отрадно понимать то, что я делаю, мои идеи, мое творчество, оно нужно государству, нужно обществу. Это вот для меня значимо очень. Также хочу сердечно поблагодарить Славянский форум искусств «Золотой Витязь», с которым мы сотрудничаем уже много лет. Проводим выставки в разных городах России по донбасской тематике. Вот, провели в Севастополе, во Владимире, в Брянске, в Чебоксарах. Сейчас выставка проходит на Псковщине. Вот, и будем дальше сотрудничать, продолжать работать. И лично моя благодарность Николаю Петровичу Бурляеву, народному артисту России, президенту этого форума. Вот, Николай Петрович здесь. Спасибо вам, Николай Петрович. Спасибо. А с донбасской тематикой меня давняя тема связывает. И с 2015 года приезжаю туда, уже создал более 30 работ. Преимущественно это портреты. Начиналось все с портретов командиров ополчения. Это легендарные Михаил Тастых-Гиви, Мозговой Алексей Борисович, Моторол Арсен и глава Донецкой республики Александр Владимирович Захарченко. Ну и простые жители тоже на моих полотнах составляют такую полноценную серию. А также еще работы, посвященные детям Донбасса, занимают целый цикл у меня отдельный. Вот. И у меня есть особенно картина, «В минуту тишины» называется. Сюжет такой, вот я увидел в Луганске, когда приезжал в 2016 году, заезжал туда как волонтер, художник в том числе. Вот, на асфальте изрешеченном детские рисунки. То есть, и меня это так настолько поразило, вдохновило. И вот эту картину я решил написать. И вот где девочка рисует мир на асфальте, родителей, которых уже, быть может, нету, к сожалению. Вот. И заезжали мы в детские дома. То есть, девочка вот эта рисующая как символ надежды, как символ света. Вот. И в том числе эта работа как антитеза тому, то есть противопоставление, что сейчас, что происходит на фронте. То есть наши ребята защищают рубежи нашей Родины, наши военнослужащие, то есть настоящие мужики. То есть смотришь на них и видишь, как будто ты вот читал произведения как Толстого там, либо Державина про ополченцев. Вот это они пришли через века. Вот такие вот люди героические окружают нас, и они явили себя с 2014 года. И я считаю своим долгом это все отобразить. Так, и вот возвращаясь к этой картине, где девочка рисует мелками, Владимир Владимирович, я хочу вам ее подарить. И
знак уважения. И прошу, чтобы ее вам передали. Вот. То есть такая символичная работа во многом для меня. Вот. И то, что наши герои, бессомненно, пишут сегодня ратную летопись России, вот, и это не тянется уже с 2014 года, да, для меня это очень значимо. Я нахожу в этом, то есть, и убежден, что мы должны сейчас настоящее патриотическое качество воспитывать нашей молодежи, проповедовать ценности, вот как вы сказали, традиционные, которые возвышают человека, нравственные ценности. И я своим искусством буду этим добиваться, достигать вот, на своем культурном фронте. Еще раз всем спасибо. Спасибо вам. И, Владимир Владимирович, спасибо вам, что вы объединяете вот русский мир, да, патриотов Донбасса в нашей многонациональной стране. Спасибо вам огромное. Служу Отечеству. За вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия тувинского народа Андар Минги Васильевне, заместителю директора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел имени Андара. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Быть удостоенной столь высокой награды – это огромная честь. Для меня эта награда является знаком внимания к традиционным культурам народов нашей многонациональной страны. Я стою здесь благодаря изучению и актуализации своего родного тувинского языка и фольклора, где заложена непроходящая мудрость тувинского народа, которая и ведет меня по жизни. У нас в Туве говорят «Чонынга паран болру чолдун экизи». Нет доли счастливее, чем служить своему народу. И эта пословица у меня ассоциируется с деятельностью того учреждения, где я работаю. И эта награда была бы невозможна без поддержки моего родного коллектива Центра тувинской культуры имени Кангарула Андара. Я счастлива тем, что я работаю среди профессионалов, которые всем сердцем и душой преданы своему выбранному делу, направленному на сохранение и развитие объектов материального и нематериального культурного наследия тувинского народа. Я выражаю огромную благодарность вам, уважаемый Владимир Владимирович, и членам Совета по культуре и искусству, и тем, кто поддержал мою кандидатуру, и, конечно же, своей семье, родителям, супругу, детям и родной сестре за их понимание и поддержку во всех моих начинаниях. Благодарю. За вклад в развитие отечественного музыкального искусства, просветительскую деятельность Рамму Александру Александровичу, виолончелисту. Уважаемый Владимир Владимирович, дамы и господа, для меня огромная честь стоять сегодня перед вами, получая престижную президентскую премию. Этот момент наполняет меня огромной благодарностью к моей стране и ее непоколебимой приверженности к сохранению великого культурного наследия и развитию образования. От всего сердца выражаю вам, Владимир Владимирович, Владимиру Теодоровичу Спивакову и уважаемым членам Совета по культуре самую искреннюю благодарность за это высокое признание. Это свидетельство самоотверженности огромного количества людей и их труда, которые поддерживали меня на протяжении всего моего пути, особенно в рамках нашей уникальной системы музыкального образования. Я глубоко благодарен моим великим учителям, чья мудрость и наставничество сыграли важнейшую роль в формировании меня как музыканта и как личности. Также от всего сердца хочу поблагодарить Московскую государственную академическую филармонию и лично Алексея Алексеевича Шалашова, и Санкт-Петербургский дом музыки и лично Сергея Павловича Ралдугина за то, что поверили в меня и предоставили возможность выходить на большую сцену и работать с лучшими дирижерами и коллективами, тогда еще совсем молодому виолончелисту.
Огромное спасибо за веру, поддержку и теплые отношения. Находясь здесь сегодня, я остро осознаю ответственность, связанную с этой честью. Я обязуюсь продолжать служить музыке и моей родине. Более того, я намерен отдать должное уникальному образованию, передавая знания следующему поколению начинающих музыкантов. В заключение я еще раз выражаю глубочайшую признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, и нашей Родине за это высокое признание. Я глубоко благодарен и рад продолжать вносить свой вклад в культурное богатство и качество образования нашей России. Большое спасибо. Присуждены премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год и присвоено почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за создание благотворительного фестиваля для детей «Белый пароход» Диденко Николаю Алексеевичу, президенту Фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи «Белый пароход». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, дорогие друзья, мои родные, бесконечно благодарен за высокую оценку моего труда и труда большого количества людей, которые трудятся, в общем, каждый день над созданием этого фестиваля. В этом году фестивалю исполняется 19 лет, в следующем году у нас юбилей. И прежде всего хочу поблагодарить Владимира Теодоровича Спивакова за то, что выдвинул меня на эту премию. Конечно, он очень тепло относится к нашему фестивалю, я за это ему бесконечно благодарен. Но это труд большого количества людей, это и сотрудники фонда «Белый пароход», это музыканты, педагоги, артисты, волонтеры, которые ежегодно в свой единственный месяц отпуска едут к нашим детям, преподают им и отдают всю душу, все свое сердце. Этим летом состоится 19-й музыкальный фестиваль «Белый пароход», в котором примут необыкновенно талантливые дети со всей страны. У нас будут дети из Камчатки, Курильских островов, Сибирь вся, Урал, Центральная Россия, Кавказ, Калининградская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожье. Вот мне сегодня пришло сообщение о том, что мальчик из Запорожья, которого мы отобрали на фестиваль, там его буквально собирают всей деревней, потому что у него, они живут в крайней бедноте, и вся деревня собирает одежду для него, чтобы он месяц мог провести на нашем фестивале. И таким детям, конечно, мы стараемся в дальнейшем помогать, и, в общем, помогаем им и с образованием, и, в общем, с дальнейшим развитием. Также у нас будут в этом году дети из Абхазии и Белоруссии, так что уже у нас фестиваль международный. Хочу поблагодарить благодетелей нашего фестиваля. Это люди, без которых, в общем-то, наш фестиваль, наверное, уже бы не существовал. Это прежде всего Петр Иванович Родионов, который в 2021 году буквально спас наш фестиваль и поддержал его в такой степени, что, в общем-то, мы продолжили работу и, в общем, бесконечно ему благодарны. Валерий Бесалович Гергиев представляет нам Мариинский театр, и все финальные концерты последние несколько лет проходят у нас в Мариинском театре. Наши дети поют с оркестром Мариинского театра, и Валерий Бесалович сам лично дирижирует нашими детьми. Для нас, конечно, это необыкновенно, и для детей это память на всю жизнь. Виктор Васильевич Золотов был у нас на концерте в Севастополе, когда дети 22 июня в 3:15 утра выходили на огромную сцену, открытую сцену, и пели «Вставай, страна огромная», и дальше большой концерт, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Виктор Васильевич с большой душой относится к нашему проекту и до сих пор его поддерживает тоже. К огромному сожалению, в этом году организация фестиваля дается нам крайне тяжело.
Пока не можем мы найти необходимые средства для проведения фестиваля, но очень надеюсь, что все у нас получится. И, Владимир Владимирович, мы вас приглашаем на наши концерты. Если вдруг у вас будет немного времени, мы будем счастливы видеть вас в июле на наших концертах. Это будет и Москва, и Санкт-Петербург финал. Валерий Бесалович будет дирижировать, и в Казани у нас также пройдет концерт. И еще у нас есть огромная к вам просьба, если вдруг будет возможность такая. Наши дети мечтают побывать в Кремле, мечтают побывать в кремлевских палатах и Большом Кремлевском дворце. Ну и, конечно, невероятным счастьем для них было бы встретиться с вами и, может быть, даже спеть для вас какую-нибудь песню. Если бы это было бы возможно, вы бы сделали нас счастливыми. Сегодня со мной моя семья, это мои старшие дети, двое младших дома нас ждут, моя жена, мой брат Олег Диденко, оперный певец, который недавно вернулся с передовой и пел там для наших защитников. Огромное, ребята, вам спасибо, и огромное спасибо Совету по культуре, спасибо Владимиру Теодоровичу еще раз, спасибо за присуждение премии «Служу России». Спасибо. За вклад в развитие отечественного театрального искусства Кириллову Константину Геннадьевичу, директору Рязанского государственного областного театра «Кукол». Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие коллеги, друзья, Владимир Владимирович, разрешите поздравить вас с избранием на пост президента Российской Федерации. Эти выборы консолидировали общество и граждан России и в очередной раз показали всему миру наше единство и поддержку избранного вами курса. Благодарю вас и Совет по культуре и искусству за столь высокую оценку моей деятельности. Как говорится, один в поле не воин. Без моей команды, без коллектива Рязанского государственного областного театра «Кукол» это было бы невозможно. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за сохранение и развитие русского репертуарного театра. И в первую очередь театра, который работает для детей. То колоссальное количество строительства, капитальных ремонтов, реконструкций, строительства новых зданий, оснащение театров самым современным оборудованием, на сегодняшний день, мне кажется, это самая огромная и беспрецедентная ваша поддержка. И спасибо вам за ваш указ о праздновании 150-летия старейшей общественной творческой организации России Союза театральных деятелей Российской Федерации. Служу России! За вклад в сохранение и развитие традиций отечественного хореографического образования Леоновой Марине Константиновне, исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте и мне прежде всего поздравить вас с избранием на пост президента Российской Федерации. Я благодарю лично вас, Совет по культуре, за эту высокую награду. Я благодарю нашего выдающегося хореографа Бориса Яковлевича Эйфмана, который выдвинул меня на эту награду. Наш русский балет – это великое искусство нашей великой страны. Я служу ему уже много лет. Я служу Большому театру, Московской государственной академии хореографии, уже с открывшимися 3 филиалами. Я служу просвещению и воспитанию наших детей и готова это делать дальше. Благодарю еще раз. Храни вас Бог.
Уважаемые друзья, уважаемые лауреаты, еще раз поздравляю от души с сегодняшними наградами. Вот это хорошая очень номинация, когда мы благодарим за работу, поздравляем и награждаем людей, которые работают для молодежи, работают для детей. И тут же награждаем тех, кто уже сам превратился совсем недавно в выдающихся деятелей нашего искусства. И сами добились уже результатов. И при этом, вот как один из награжденных сказал, готовы сами уже, будучи молодыми деятелями искусства, уже дальше идти и передавать свои знания детям, будущим поколениям. Вот такая бесконечная, нескончаемая река творчества, бесконечная река талантов, она наполняет душу народов Российской Федерации, душу народов России, делает наши народы непобедимыми, уверенно стоящими на ногах и устремленными в будущее. Именно благодаря вам, потому что искусство отражает состояние души и поддерживает ее изнутри. Спасибо вам большое, поздравляю вас.